И где мой... Так, я телефон тоже на беззвучный режим поставлю. Ага, все. Ой. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня предпоследнее наше занятие – это социальная адаптация личности к новым условиям. Вот. Напоминаем, что наши вебинары проходят при поддержке фонда президентских грантов Российской Федерации и проводит Международный детский фонд «Дети Саха-Азия». Наш проект «Будем вместе» или на якутском языке «Ляхтик Бирге». Что ж, сегодняшняя тема, еще раз повторяю, социальная адаптация личности к новым условиям. Сначала давайте схему вебинара. Да? Мы, как всегда, начнем с определения понятий, которые мы будем использовать, да? Раскрывать сегодня. Далее мы рассмотрим этапы адаптации. Я здесь подготовила две классификации. Да? Вот один такой распространенный, а другой такой более научно обоснованный. Результаты, основанных на результатах исследований, это наши белорусские коллеги. Я вот нашла в просторах интернета данное исследование, мне он очень понравился своей логикой, и я полностью отправлю метод пособия, который они сделали по итогам своей работы. Посмотрите сами, на мой взгляд, там очень много полезного и интересного. Посмотрим методы диагностики, поговорим про коррекционную работу и завершим, естественно, как всегда, рекомендациями для совместной работы специалистов социальной службы и психологов. Вот. А вот пятый пункт, он у нас получает хорошие отзывы всегда, да, потому что и поэтому я его решила сохранить из вебинара в вебинар. Людям хочется увидеть как раз слышать про схему межведомственного взаимодействия. Вот. И заканчивая такой орг-момент, я хочу сказать, что еще раз напоминаю, что он предпоследний наш вебинар, и у нас сегодня будет домашнее задание. Наш последний вебинар, мы уже определились с датой, это будет 10 ноября. В течение, дадим вам неделю, и до конца месяца этого месяца вам нужно отправить домашнее задание, чтобы я успела все проверить, отправить вам обратную связь. Может, кому-то придется переделывать ее, как неправильно поймет методику, да, работы. И, соответственно, потом мы уже приступим к приятной процедуре вручения удостоверений. Планируем его сделать в ноябре. Что ж, теперь вернемся к нашей теме и раскроем наши основные понятия. Первое – это психологическая адаптация. Это приспособление к изменяющимся внешним и внутренним условиям. Вообще, адаптация она пожизненно происходит с каждым человеком, потому что социальная ситуация она всегда изменчива. И есть еще помимо этого есть и внутренний рост личности человека, да, развитие человека. Поэтому адаптация это не у кого-то конкретно, да, а адаптация это процесс непрерывный, постоянный и так далее. И филологический эволюционный механизм, да, уже приспособил нашу психику к тому, что мы в принципе готовы адаптироваться к новым условиям. Поэтому на самом-то деле при отсутствии каких-то форс-мажорных обстоятельств человек всегда может адаптироваться к любым условиям, да? И наш самый главный инструмент это наш интеллект. Вообще американские психологи определяют интеллект не как мы, да, вот если мы часто проводим параллели между мышлением и интеллектом, да, и говорят, что мышление это способность человека делать умозаключения, да, делать анализы, то у американских психологов все очень просто и понятно. У них есть точка зрения, что интеллект это способность человека адаптироваться к внешним условиям. То есть насколько ты интеллектуален, настолько ты быстрее можешь адаптироваться к условиям внешним, да? Вот. Так что я к чему вас призываю, да, вот в этом случае хочу сказать вам, что адаптация это естественный механизм развития психики.
Мгм. И для нас же самих и для наших приемных родителей и их детей это в принципе тоже естественное условие, которое по идее как бы всегда будет положительным, да, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств или не будет таких явных ошибок, да. Вот. Давайте конкретизируем, да, что такое адаптация ребенка в приемной семье. Это переходный период, в процессе которого происходит привыкание к новым условиям. Что же обычно выделяют? Да? Это образ жизнедеятельности семьи. Ну, раньше он жил там в другой семье, где уроки не учили, а сейчас семья там очень любит учиться, да, культ учебы, допустим, да, это новый образ жизни. Адаптация к другим членам семьи, да, близким, то есть какому-то еще второму там родственникам, да, знакомым этой семьи, да, то есть появляются новые люди. Появляется адаптация к нормам и ценностям семьи. Угу. Вот. Адаптация к традициям семьи, к ее привычным видам деятельности, обрядам, ритуалам, праздникам. Да? Вот возвращаясь как бы к нормам и ценностям, может быть ценность, знаете, как бы уважения. Угу. То есть ценность уважения в семье, она может выражаться, там, допустим, члены семьи там, не грубят друг другу, да, постараются беречь, как бы, сберечь психологическое здоровье члена семьи. Они там, рукоприкладства нету, грубости явной нету, агрессивные нападки пытаются контролировать, эмоции тоже пытаются контролировать, да, то есть это ценность. А раньше этого в другой семье у ребенка могло и не быть. Вот этой ценности уважения, соответственно, как бы вытекающие отсюда все поведенческие особенности, да, и вдруг ребенок приходит в новую семью, где есть новые ценности, и ему нужно будет перестраиваться. Перестраивается не поведение. Если ребенок понимает саму ценность, то он уже как бы поведение это следствие, да, мы как сами понимаем. Вот. Традиции, привычные виды деятельности, обрядам. Ребенок рос в городской семье там, или там, в семье, где не было хозяйства. Переезжает в новую семью, а там большое хозяйство, курочки, коровы, да, то есть все это надо дело работать. То есть ко всему этому нужно привыкать. Вот психологическая адаптация ребенка в приемной семье – это вот принятие вот данных разных особенностей, различий. И еще я хочу сказать о том, что психологическая адаптация семьи к новому члену семьи. То есть семья приемная, ей тоже нужно приспособиться, ей тоже нужно адаптироваться к новому человеку. Вот. И я заметила, что очень часто идет только вектор в одну сторону. Угу. Вектор в сторону того, что ребенок адаптируется в семье. Но мы всегда должны понимать, что адаптация – это процесс обоюдный. Приемный ребенок и приемная семья для всех этих людей, которые являются членами данной семьи, этот процесс для всех он как бы необычный, он новый, да, и нужно понимать, как бы видеть ситуацию в комплексе, не принимать только позицию ребенка, да, а принимать также позицию и родителей, и других детей, которые есть в этой семье. Почему? Потому что, и вот когда они адаптируются, да, вот возникает некая семейная система. Вы понимаете, вот эта приемная семья, она жила как бы по-своему, у нее были свои уклады. Мама с папой захотели взять другого ребенка, да, или так сложились обстоятельства, что появился новый член семьи. Дети, которые в этой семье, они тоже должны к этому привыкнуть. Бывает, что инициатором бывает только жена или муж. И как бы они приходят к этому мнению, но всегда есть кто-то, кто является этой движущей силой. Да? И вот получается, что приемная семья, ей тоже нужно время, чтобы перестроиться к этому. Угу. Вот. Так что, когда мы работаем, вот особенно как бы я понимаю, что специалистам органов опеки, естественно, я бы сказала по-научному, предметом, да, вот их работы является приемный ребенок. Но сейчас, вот, когда мы говорим про адаптацию вообще в целом семью, нужно понимать, что предметом является не только ребенок, не только его благополучие, состояние, а семья в целом. Потому что наша конечная цель – это то, чтобы ребенок приобрел свою собственную семью. Угу. Что ж, это этап адаптации ребенка в приемной семье. Это вот, скажем так, популярная классификация, вот, которые есть у нас, да. Угу.
который можно очень быстро где-то найти. Различают 3 или 4 месяца. Очень часто бывает, что второй и третий этапы, они как бы вот объединяются, да, но если есть возможность, как говорится, давайте более подробно об этом говорить. Ну что ж, первый месяц – это привыкание или медовый месяц, ну точнее знакомство или медовый месяц, да. Тут у родителей, вот я пыталась сделать анализ, чтобы было понятно, что чувствует родитель, что чувствует ребенок, да. Родители, есть огромное желание там, помочь ребенку, обогреть ребенка, да, они хотят реализовать свою потребность в любви, допустим, если у них не было там своих детей до этого, да, и есть некая спешка пройти быстрее вот этот этап, чтобы ребенок, ну, стать полностью родителем этого ребенка, да, вот в полном понимании этого слова. Вот, у ребенка есть радость от того, что он как бы нашел своих родителей, что он в семье, что он не в казенном доме, возможно, да. Есть тревога, потому что для него это новые условия, новые люди. Это вообще вот дети, вы понимаете, да, что дети вообще как бы им нужна стабильность, любому ребенку, да. Даже вот ребенок, который растет биологически, у биологических родителей, там благополучной семьи, вы замечаете, что ребенок бывает очень часто привязан там к режиму дня, ребенок очень часто привязан к конкретным людям, к конкретным игрушкам, конкретным вещам, да. Это потому, что ребенку нужна стабильность для того, чтобы возникло чувство уверенности. Угу. Вот. И смотрите, да, он переходит из других условий, как мы говорили, в новые условия, естественно, у него есть тревога. А если у него был негативный опыт, да, вот если ребенка брали и уже отказывались, то тревоги будет больше, чем радости. Часто вот поведение ребенок бывает очень послушным, лихорадочным, да, то есть немножко таким возбужденным, да. У ребенка есть огромное желание понравиться родителям новым. Ребенок здесь может называть родителей уже мама и папа сразу же, но это не означает, что он воспринимает их мама и папа. Он просто их так называет, да? А родитель это воспринимает так, как будто, ой, уже ребенок к нам привык, он нас называет мама и папа. Нет, вы еще не родители, он просто так говорит, это просто слова, да? А чувства родительские, да, вот, они еще не сформировались. Вот. Здесь на этом этапе бывают возвраты в прошлое, да, очень, они могут быть там неконтролируемы в любое время, да, ребенок может говорить, что было как раньше, как было у других там своих биологических родителей или в другом там учреждении, где он там находился, да, вот. Но на данном этапе ребенку не до конца ясна его роль и положение в приемной семье, он не уверен, он полностью себя членом семьи пока не воспринимает. Хотя внешне очень хороший ребенок, покладистый, здоровенький, радуется, да, и так далее родителям. Вот. Но когда проходит уже вот это знакомство медовый месяц, да, возникает второй этап, уже не гость, как говорится, да. Здесь уже родители привыкают к ребенку, вот, как бы, вот эта радость, да, эмоции не могут долго длиться, она немножко уходит, приходит стабильность, рутина, повышаются требования к ребенку, да, вот. Давайте сейчас перейдем к ребенку. Возникает так: повышается требование к ребенку, потому что родитель уже воспринимает его как своего ребенка, уже начинает воспринимать. Но тут начинается у ребенка адаптация к новым условиям. Ему здесь, а у ребенка наоборот. Ребенку понравилось у новых родителей, да, вот в приемной семье, у него наконец-то возникает внутренняя расслабленность. Угу. Вот. И оно внешне проявляется агрессивности. Угу. Смотрите, да, помните, мы говорили про детские травмы. Был у нас очень интересный вебинар про детские травмы. И я вам говорила, что ребенок, детские травмы вылезают тогда, вот, да, тогда, когда ребенок чувствует себя в безопасности. И вот этот этап. Начинается адаптация к новым условиям, то есть возникает чувство безопасности в новой семье и возвращаются вот эти детские травмы. И возникает это вот во внешней агрессивности. Ребенок непослушный, ребенок меняет поведение, возможно, да. Ребенок понимает, что это правило, но не его правило семьи, а правило вот этой приемной семьи. Он не считает, что как бы это его как бы внутреннее, да, вот он не согласен, может быть, с этими правилами.
И когда возникает вот эта внешняя агрессивность, родители чувствуют себя неуверенно. Было бы вроде бы все хорошо, но я, видимо, что-то делаю не так, и поэтому я плохой приемный родитель. То есть у них возникает неуверенность в своей компетентности, да? Но хочу вам сказать, что на самом-то деле, когда происходит вот этот этап, у нас как бы все было благополучно, а потом идет на спад, мы как специалисты должны этому радоваться. Ребенок почувствовал себя в безопасности. И поэтому он начинает отрабатывать свои старые травмы психические. И это нужно родителю объяснить. Наоборот, он очень правильно себя вел. Ребенок почувствовал себя в безопасности. И поэтому нужно пройти ему и вам, его родителям, вот этот этап вместе. Понимаете, да? Если долго не возникает вот этого этапа, то уже тоже вопрос. Вот психологу вопрос, да? Что же происходит в этой семье, нужно проводить диагностику и попытаться разобраться. Может быть, это связано с темпераментом ребенка, и поэтому с темпераментом родителей, кстати, также, да, и поэтому изменения не сильно мы наблюдаем, да, а может быть, это не так, и что-то как бы не так в этой семье, и медовый месяц у нас очень сильно продлевается. Третий этап – это этап, когда родители начинают понимать своего ребенка, понимают, что это не их вина, что это вот особенности ребенка, что ему нужно было вот это дело пройти, да, вот психологически отработать, да, показать, проверить границы родительской любви и так далее, да. То есть они понимают ребенка, то, что он хочет, какие у него способности, да, какие у него особенности характера, вот. Но здесь есть особенность другая. Если родителям все уже нормально, то здесь могут возникнуть проблемы с другими детьми в семье. Но не обязательно биологическими, может быть, и с другими приемными детьми. Почему? Потому что, естественно, новому члену семьи, будь то приемный ребенок или новорожденный свой ребенок, родители уделяют больше времени, потому что это потребность как бы защитить вот этого человека, чтобы он быстрее адаптировался, да? Вот. Но дети этого не понимают, и здесь может быть конкуренция, да, зависть и так далее. Вот. То есть возникает другая головная боль, как говорится, да, сейчас уже родителям нужно свое внимание уделить на то, чтобы дети между собой ладили. Вот. Здесь ребенок принимает правила новой игры, то есть у него успокаивается, у него уже вот эта психологическая внутренняя работа со своими травмами прошла, и он принимает физически, вот он физически может даже как бы прибавить в весе, да, как бы округлиться, радоваться, улыбаться, да, вот естественность какая-то будет. Вот часто бывают фотографии детей до и после, вот смотрите, вот после фотографии это, как правило, на этапе вживания, когда ребенок уже хорошенький, да, вот. Ребенок принимает правила новой семьи как свои, он им слушается, ему комфортно в этих условиях, вот. И четвертый этап – это стабилизация отношений, когда родители чувствуют, что семья, она стала ценностной, у них появилось чувство уверенности в себе, как в родителе, они понимают ребенка, и с детьми, с другими детьми у них нету как бы вот как бы отторжения, да? Все члены семьи друг друга принимают, и семья стала системой. Мы об этом говорили, что такое семья как система, да? Вот. И отношения от ребенка, ребенок считает тоже себя частью семьи, у него появляются какие-то новые увлечения, вот. Он занимается, как бы ему комфортно не только внутри семьи, вот это чувство комфорта выходит за рамки семьи, и ребенку комфортно там в школе, в каком-то кружке, там, с дворовыми ребятами, да, то есть у него возникает такое ощущение, вот это чувство уверенности, да, комфорта, вот оно уже как бы внутреннее состояние ребенка, и поэтому у него везде как бы все хорошо. Если этап адаптации, вот вы поняли, да, что этап адаптации, ну, допустим, на этапе выживания вроде бы хорошо в семье, но могут быть проблемы там, ну, в других группах, да, там в школе, там с друзьями и так далее. А на этапе стабилизации уже хорошо ребенку везде, да, комфортно. Вот. И на этом этапе он уже начинает реже вспоминать своих биологических родителей или другие условия жизни. Вот
просто потому что как бы его жизнь наполнена здесь и сейчас другими событиями, ему сравнивать как бы не надо. Вот. Это наиболее популярная классификация, которую вы можете встретить, да. Она, в принципе, очень такая хорошая, интересная, да, раскрывает, да. То есть и здесь вот эти этапы нам показывают, что всегда есть всплеск вверх идет, да, у нас как бы эмоции, любовь, а потом идет спад, кризис, а потом уже идет потихонечку идет стабилизация отношений. Угу. То есть ребенку приемная семья всегда вот проходит вот эти некие этапы. У кого-то они будут ярко выражены, а у кого-то будут менее выражены. Угу. Вот. Теперь мы потом рассмотрим факторы, которые влияют на успешность адаптации, да? А сейчас я хочу вас сразу же ознакомить со второй классификацией, о которой я говорила, да? Это Лахвич Юлия Федоровна и Головнева Ольга Сергеевна, наши коллеги с Белоруссии. Вот. Что мне здесь нравится, да? Подготовительный этап. Сразу вам признаюсь, наличие подготовительного этапа – это до усыновления. И этап, а вот дальше вот а потом они делят первичную и вторичную адаптацию. Вот смотрите, первичная адаптация, она в принципе отражает то, что мы говорили до этого, вот эту адаптацию, да. Угу. Я вам говорила, что иногда разделяют не 4, а 3 адаптации, да, а вот здесь вот видите, как бы 3 выделили периода, да. И есть этап вторичной адаптации или интеграции в общество. Я сейчас вам раскрою как бы их особенности. Да? Вот. Здесь обратите внимание также на сроки. Это подготовительные до усыновления, до момента. Да? Вот. Этап первичной адаптации 1-3 месяца, 3-8 месяцев, 1-2 года. Этап вторичной адаптации – это до совершеннолетия ребенка и далее. Вот почему далее? Потому что адаптация – это процесс у нас пожизненный, мы всегда к чему-то адаптируемся. Угу. Посмотрели, запомнили, сделали скриншот, кому надо, и рассматриваем дальше. Угу. Вот смотрите, да, особенность наших белорусских коллег, они делают большой акцент на то, что вообще как бы семья – это некая структура, которая живет в обществе, во-первых, да, и адаптация с обществом, это называется экологический внешний уровень, да, он очень важен и значим. Угу. Вот. И здесь, смотрите, да, отношения со значимыми родственниками семьи, отношения с общественными стереотипами, отношения со специалистами, все это относится к внешнему уровню. Если происходит адаптация 4-го уровня, вот видите, да, точнее этап вторичной адаптации, Лахвич и Головнева считают, что как раз происходит полная интеграция семьи в обществе. Всегда то есть он как бы от него и начинается, от него ими заканчивается, потому что отношения родственников значимых, как правило, бабушек и дедушек, то, что семья возьмет приемного ребенка. Это очень важно. Родительская семья имеет влияние на супружескую семью, и они с этим как бы, как сказать, они с этим обязательно учитывают мнение, да, для них это как бы некий фактор все равно их психологического климата этой семьи. И важно, что вот эта интеграция означает, что вот эти значимые родственники, они тоже согласны с тем, что семья это приемный ребенок, и они как бы все вместе создали свою собственную семью. Есть общественные стереотипы. Угу. Здесь по результатам исследования было выявлено, что общественные стереотипы начинают играть роль, когда ребенок переходит в школу. И они менее выражены, когда ребенок дошкольного возраста. Да? С чем это связано? Это связано с тем, как ребенок воспринимает слово приемный ребенок и приемный родитель. Было выявлено, что даже если ребенку дошкольного возраста говорят, что он приемный ребенок,
то ребенок это воспринимает спокойно, но не до конца понимает смысл слов. Потому что он может думать о том, что приемные, вот он может думать так, что приемный ребенок это ребенок, который родился у других мамы и папы, а живет с другими мамами и папами, и многие так могут жить, чуть ли не все. То есть ребенку как бы вот, ну, мышление другое, да, маленькое человека. А вот когда он становится взрослее, он уже начинает понимать, что это происходит, и для него вот общественные стереотипы становятся более важны. Угу. Экологический внешний уровень, он также у нас, вот адаптация на экологическом уровне, да, это отношения со специалистами. То есть партнерские или отношения, да, как воспринимать специалистов, людей, которые проверяют, мешают мне жить и решить свои проблемы, да, вот лишние люди, как говорится, или это специалисты, с которыми я вместе работаю для того, чтобы моя семья сплотилась и превратилась как бы в единую систему. Угу. Вот это тоже очень важно. Второй уровень, на который мы смотрим, да, это отношения между членами семьи. Тут это важна там структура семьи, микро- и макродинамика семейной системы и идеология семьи. Угу. Про это мы говорили очень много, когда раскрывали тему про семья как система, да. Помните, мы делали с вами социограмму семьи, вот. Мы смотрели с вами динамику, вот как бы вот микро-макродинамики изменений, да, вот. То есть отношения, понятие психологический климат, уровень доверия между членами семьи, кто с кем дружит, это очень важно, это является вторым уровнем, да. Если возвращаемся к нашей вот к этапу, да, вот смотрите, период прогресса, вот это как раз формируется, когда вот такой внутренний уровень полностью, да. Угу. И третий момент – это когнитивные и поведенческие проблемы. Третий уровень индивидуальный – это когнитивно-поведенческие проблемы, бессознательные аспекты, нарушения развития, биологические нарушения, личностные особенности, да, каждого члена семьи. Угу. Здесь вот этим тоже начинается, как бы этим заканчивается. Здесь я хочу сказать, что подготовительный этап до усыновления – вообще вот Аллахович Головнева делает большой акцент именно на вот этот момент, да, что если до усыновления работа проведена нормально, что родители видят себя как приемными родителями, то тогда адаптация будет очень большой ресурс для нормальной адаптации. Вот. И вот этот индивидуальный уровень, он как бы это не особенности только ребенка, еще раз напоминаю, это индивидуальные особенности каждого члена семьи и в первую очередь особенности родителей. Угу. Вот посмотрели, да, критерии адаптации семьи по уровням, поговорили, что здесь может быть. Угу. И посмотрим факторы, влияющие на успешную адаптацию. Первый фактор – это возраст ребенка. Угу. Есть такая точка зрения, что если ребенок там до 3 у него не сформированы связи, да, сильные, вот, такие психологические связи имеется в виду, да, и ребенок может в принципе установить новые связи после 3 лет, да, вот. Чем больше ребенок, тем как бы зрелее у нас личность, тем больше у него было предыдущих связей, да, знакомств, друзей, каких-то авторитетных там воспитателей, да, нелюбимых людей, даже у него было больше. Вот отрицательные связи – это тоже связи, от них тоже нужно отказаться и забыть про них, да. Допустим, там был этот негативный фактор, образ отчима, к примеру, да, он негативный, он все равно сдерживает ребенка, все равно к нему возвращается, сравнивает себя с отчимом, там, других людей с отчимом, это может быть негативным, да, или с мамой там пьющей какой-то, то тогда вот все равно вот эти негативные связи, они все равно влияют на личность, сдерживать, да. Ну, до 3 лет в силу своего возраста у ребенка связей мало, соответственно, установить отношения, связи, микросвязи, да, вот внутри семьи ему будет легче. Опыт, негативный опыт, если ребенок отказник, как мы говорим, да, что от него отказывалась другая семья, естественно, для него это негативный опыт, и он тревоги больше, доверия меньше ко взрослым, да, его уже обманывали. Ну, говорить много, раскрывать не буду, потому что это очень такой яркий человеческий фактор, который понятен всем, мне кажется.
Вот. Установка взрослых на приемное родительство. Вот про это я бы хотела чуть как бы больше раскрыть. Вот этот фактор я выделила, во-первых, на основе исследования белорусских коллег, а во-вторых, на основе анализа протоколов консультаций. Вот когда я к вам готовлюсь на вебинар, да, я понимаю, что у меня там не очень большой, я не могу там похвастаться, что у меня там 200, 300, 500 приемных семей я принимаю в год, да, то есть опыт есть, но он не такой большой, а не все случаи я могу анализировать, поэтому мне в помощь приходят порталы моих коллег. Я вам говорила, вот, допустим, один из самых удобных, на мой взгляд, это B17, да, это не реклама, просто можете посмотреть этот портал. И там проводят коллеги, делятся своим опытом, да, и они иногда пишут это в виде протоколов консультаций, да, иногда пишут в виде анализа каких-то случаев. И там есть тоже такое понятие, что есть понятие установка на приемное родительство. Часто психологи отмечают, практикующие, да, что приемные родители бессознательно хотят быть биологическими родителями. Они не понимают, то есть не хотят смириться с тем, то есть полностью быть родителями для своего ребенка, да, то есть вытеснить понятие биологического родителя. Но Лахвич и Головнева, они тоже говорят, провели исследование, и там было выявлено, я сюда не стала включать, там было выявлено, что вот на этапе адаптации вот они выделили диагностику, провели диагностику на установку родителей, да, и провели диагностику на адаптацию ребенка. И вот видите, успешная адаптация была больше у семей, которые понимали, что они приемные родители, и они не конкурировали с биологическими родителями, да? Вот. То есть, почему здесь происходит, объясняю, да? Установка на приемное родительство – это понимание того, что у ребенка была другая жизнь до вас. Принятие, а не отказ и не игнорирование тех событий, которые были у ребенка до прихода в семью приемных родителей. Учет того, что у ребенка есть другие ресурсы, там, генетические ресурсы, ресурсы здоровья, да, допустим, воспитание, как там, знания, умения, навыки, да, которые ребенка, возможно, меньше, чем в благополучных семьях. Да. То есть родитель это не игнорирует, они не закрывают на это глаза, они не отмалчивают, они готовы обсуждать с ребенком эти моменты, да, обсуждать со специалистами эти моменты, и они понимают, что есть понятие биологический родитель, который будет интересен ребенку. Когда вот в будущем, вот еще чуть-чуть я вам расскажу, почему это будет важно для ребенка, да, и родители вот это понимают, то, что они приемные родители, да, и не пытаются лезть на чужую границу, я бы сказала, да, и из-за этого они понимают свои четкие границы, и им комфортнее и увереннее вот в этой состоянии. Так, и про тайну усыновления давайте скажем. Вообще Лахвич и Головнева я так поняла, что за то, чтобы не было тайного усыновления. Вкратце я начала говорить о том, что тайное усыновление, если говорится ребенку там дошкольного возраста, он его воспринимает как факт, воспринимает по-своему, потом он возвращается к этому понятию уже в подростковом возрасте, когда начинает понимать, что это такое. Вот. Здесь я бы хотела сказать, что на самом-то деле ситуации бывают разными. Есть и про тайное усыновление – это выбор все-таки родителей. Но согласно с тем, что вот как практикующими психологами, да, и сама тоже с этим сталкивалась, когда есть тайное усыновление, сложно работать другим специалистам. Нам с вами, с ребенком и с этой семьей, когда есть тайное усыновление, невозможно объяснить, придумать легенду, почему вы с ними работаете, уделяете особое внимание. Вот. Посмотрим еще один фактор – наличие биологических детей. Вот. Наличие биологических детей – это тоже фактор. Он не плохой, не хороший, но имеет влияние. И вот
здесь можно было бы дать как бы совет родителям, если есть возможность, да, то оказывается, дети, которые имеют большую разницу в возрасте, да, вот приемный ребенок, там, допустим, свой маленький, приемный большой, или наоборот, приемный большой, свой маленький, да. Помните, мы говорили мотив опустевшего гнезда? Люди берут себе приемных детей, когда дети уже взрослеют, и им нужен маленький ребенок. Вот. И они берут, вот разница в возрасте является успешным фактором для адаптации. Нету вот этого сравнения, да. И по полу. Если дети одного пола, то всегда вот это бессознательно, вот механизм как бы сравнения, он запускается. Сознательно оно просто нами контролируется. Бессознательно оно всегда есть, а сознательно мы контролируем, мы это не озвучиваем, да, в поведении не показываем. Ну вот, если есть разница по полу с другими детьми, даже с другими приемными детьми, то тогда адаптация тоже происходит быстрее. Почему? Потому что это вот, гендерные различия. Объяснять никому не надо. Ну и индивидуальные характеристики ребенка, да. Здесь особенности темперамента имеют роль, здоровье ребенка имеет роль, да, имеет роль, там, допустим, какие-то там, допустим, про темперамент сказала, может быть, там коммуникативность ребенка, да, вот насколько там он общительный, необщительный, да, вот интровертированность, экстравертированность, да, то есть вот эти индивидуальные характеристики ребенка, они имеют роль тоже в адаптации. Так, переходим к другой теме. Давайте поговорим сейчас про диагностику, да. Мы закончили этапы и поговорим про диагностику. Я для вас приготовила 2 диагностики. Отправлю вам, еще раз говорю, отправлю вам методическое пособие, и там диагностик больше. Там есть тесты, там есть рисуночные, там есть очень много описаний, углубленные такие моменты, да. А сегодня я вам расскажу про 2 диагностики. Это диагностика адаптации родителей, вот шкала признания различий и методика измерения психологической дистанции. Первая диагностика, шкала признания различий Кирка, это для родителей. Вот это для диагностики того, чтобы узнать, насколько родители воспринимают вот эту позицию приемного родителя или биологического родителя. Вот есть там вопросы, соответственно, да, человек отвечает тесты, небольшой такой тестик, да, отвечает на тесты, и выделяется, как бы есть шкала, на одном конце это отрицание различий и признание различий, да, и вот где-то вот посередке он где-то будет находиться. Вот. Здесь нам важно посмотреть именно как бы интерпретацию данных результатов, да. Есть стратегия отрицания различий, что когда родители, вот я говорила, что они берут себе модель биологического родителя, они полностью, максимально имитируют биологическую семью, вот. Поведение обычно это выражается такими фразами: мы такие же родители, как и другие. Чем отличается? Родитель это тот, который воспитал ребенка, да? Вот, я его воспитываю с младенчества, я большая мать, там, которая родила, и так далее. Вот. Здесь за стремлением усыновителей приблизиться к модели биологической семьи стоит желание скрыть от окружающих и от самих семья, от окружающих, от ребенка и, главное, от самих себя, что тот факт, что ребенок является усыновленным, и они отличаются от обычной семьи. Вот. Здесь в сущности происходит подмена понятий, да, усыновленный ребенок и биологический ребенок. И это на самом-то деле психологическая проблема, связана именно с личностными особенностями родителей. Возможно, она очень сильно связана с бесплодием в супружеской паре, и, возможно, оно связано также и с потерей ребенка, биологического ребенка, да, или какими-то другими факторами. И здесь на самом-то деле, если там вас зашкаливает стратегию различий, то вам нужно здесь подключиться к психологу и проводить личностную глубокую консультацию родителя.
Второй конец нашей шкалы – это стратегия признания различий, да, это альтернатива, как вы понимали, да, понимаете, родители воспринимают себя как усыновители, вот, они отличаются, да, они отличаются считают, что они не биологические родители, мы усыновители, они понимают и признают, и рассказывают, обсуждают ту ситуацию, которая возникла, да, из-за которой они стали усыновителями, вот. Они понимают как бы то, что у ребенка была другая история семьи, да, до этого. Они готовы ребенку как бы помочь узнать информацию про биологических родителей, да. Они поощряют ребенка то, что как бы он понимает, что есть разница такая и такая, чтобы ребенок как бы сам осознал, да, вот эту ситуацию. Вот. У них, как правило, высокая степень эмпатии к ребенку, да, вот. И они реально оценивают там свое физическое состояние, свое здоровье, к примеру, да, вот. И вот эта стратегия, она считается как бы наиболее адаптивной, когда семья понимает свою ситуацию, понимает ситуацию ребенка, признает, принимает ее и готова строить новую ситуацию, да. Вот избегание, вытеснение, еще об этом Фрейд говорил, это временное явление. А все равно когда-то оно выходит. В нашем случае оно выходит тогда, когда ребенок чувствует себя в безопасности, и у него кризисы вот активизируются. Вот очень важно, вот, на мой взгляд, очень интересная методика, и ее следует привести для тех, которые готовятся стать родителями, да, или те, которые уже приняли ребенка в семью, да, посмотреть, что это такое. Сделали тест, допустим, соцпедагог, да, увидели его, и если есть какие-то сложности, то обратились к психологу, к примеру, да. Вторая методика, она очень простая, это то же самое социограмма, она как бы авторами являются наши российские коллеги, это Медведская и Заека, да, вот. И здесь, смотрите, да, каждый член семьи должен нарисовать вот эти квадратики. Ага, смотрите, вот у меня есть с правой стороны есть поле 7 на 7, да, квадратики. Видите, инструкция такая: нарисовали квадратики вот такие, да, пустые, они у вас не раскрашенные, пустые. Ставим посередине ребенка, к примеру, да, или там, вот пример, ставим посередине ребенка и говорим, или там родители, да, и просим вот в виде треугольничков расставить других членов семьи. Смотрите, более темный свет, да, вот это вот, который на следующей клетке стоят рядышком, да, это называется дистанция симбиотическая. Это не очень хорошая дистанция на самом-то деле, это тогда, когда члены семьи чувствуют давление друг на друга. И они чувствуют, что семья как система важнее, чем они сами как личность. Вот. Дальше вот через клеточку, вот видите, вот такой нежно-голубым у меня нарисовано, это называется плодотворное сотрудничество. Видите, да, как они нарисованы? Слева стоит интерпретация, да, то есть это вот есть, когда зона своего пространства, когда человек имеет некую свободу, да, вот как бы может сам варьировать. И зона отчуждения, это вот когда через две клетки рисуется, видите, да, она не закрашена, она белая, люди его рисуют. С поправкой «но». Помним обязательно, да, что это зависит, симбиотические отношения у нас могут быть у родителей, у мамы с ребенком до 3 лет. Симбиоз до 3 лет – это обязательно, когда мама нарисует себя и рядышком своего ребенка. Почему? Да очень просто. Для того, чтобы ребенок выжил, обязательно должны быть симбиотические отношения. Вот. Симбиотические отношения могут быть у супругов, когда они вот на этапе медового месяца, опять же, да, могут быть после прохождения какого-то кризиса, там, допустим, да, муж уехал в удаленную командировку, не было его 8 месяцев, приезжает, вы как раз делаете тест,
а оказывается у них симбиотические отношения. Да нет, это ситуация такая. То есть, когда мы интерпретируем вот эти рисуночные проективные тесты, всегда нужно понимать как бы внешнюю ситуацию, да. Поэтому спрашивайте своих клиентов, да, как у них, что у них, произошли разные события, возможно, какие у них сейчас отношения с мужем, да, вот соскучилась, приехала, все уже вы при интерпретации это будете учитывать, вот. И зона отчуждения. Так, еще раз напоминаю, что вот эти квадратики, 7 квадратиков у вас рисует каждый член семьи. И у нас будет такая некая социограмма, да, кто как. И вы увидите. Нормально, если будет зона отчуждения, смотрите, да, у нас на этапе, там, допустим, кризиса. На этапе адаптационном у ребенка, естественно, будет симбиоз. Как мы говорили, ребенок очень хочет понравиться родителям. Он прямо сидит, живет и дышит ими. Да? Вот это адаптационный период. Период прогресса, по идее, уже должны быть такие, как мы сказали, это вот эти хорошие конструктивные отношения. Да? И этапе вторичной адаптации тоже. Так что вот этот рисунок, рисуночный тест, на мой взгляд, он очень простой, очень быстрый, и вы его можете делать хоть несколько раз. Да? Так, давайте посмотрим сейчас признаки успешной адаптации. Самый первый и самый, на мой взгляд, как бы такой достаточно объективный, да, фактор, да, признак, это наличие детской подсистемы в семье. Я его специально даже разрисовала рядом, да, чтобы сделать у вас акцент. Вот дети внутри семьи, они организуют некую подсистему, потому что у них там родители выше по авторитету, да, дети как бы чуточку ниже, да, и вот у детей появляется новая система. Когда другие дети приняли ребенка в свою, назвали его братом и сестрой, это уже говорит о признаке адаптации. Потом детская и родительская, они взаимосвязаны, да, и потом у нас получается семья уже как ячейка общества, как мы говорили. Это первый и самый главный критерий, когда вот мы говорим почти о завершении адаптации, да, вот. Еще я говорила про успешность ребенка в других сферах. Ребенок начал хорошо учиться, ребенок заинтересовался учебой, ребенку понравился какой-то кружок, это тоже значит, мы говорим, знаете, вторичная уже адаптация. Ребенку хорошо в семье, и он уже выходит туда. Физическое состояние ребенка. Ребенок прибавил в весе, в росте, да, он стал меньше болеть, к примеру. Это тоже бывает чудеса, когда у ребенка был какой-то диагноз, он приходит в семью, и ему настолько комфортно, прошел процесс адаптации, он хорошо себя чувствует, ему вот уверенно, да, вот как-то тепло в этой семье, и даже болезни у них потом даже с учетов снимают. Вот. Это вот физическое состояние, это тоже признак. Привязанность к новым родителям и ответные чувства, когда скучает по новым родителям, да, когда ждет их. Да, вот общение, он говорит, папа приходит там у нас поздно, после 7. Когда он приходит, мы все начинаем кушать, ну, я так жду его, или там жду воскресенья, когда мы с папой там идем что-то делать. Да, вот это тоже признак адаптации. Следующий признак – это вот когда ребенок правила семьи принимает, то есть мы встаем и все сами заправляем свою постель, или там мы все по воскресеньям устраиваем грандиозную стирку, ребенок это принимает, ему это не в тягость, работает со всеми, да, то есть это тоже признак адаптации. Вот. Ребенок, когда отмечает изменения, которые с ним происходят, да, он может говорить, что раньше я был таким, да, он может даже говорить, что родители, как вы меня терпели, каким я был, оказывается, не очень хорошим человеком, да, вот. То есть он, когда сам отмечает свои динамики, раньше я был такой, плохо спал, сейчас я хорошо сплю, раньше мне было сложно там что-то прийти, там попросить, сейчас мне это нормально, мне спокойно, да, вот. Или когда есть проблемы, но вы понимаете, что эти проблемы связаны там по объективным причинам, да, там, ну, допустим, там, у ребенка нет способности в математике, он гуманитарий, ему сложно по математике. Вот возникает оттуда проблема. Это нормально. Или когда это возрастные какие-то кризисы, да, то есть подростковые, как правило, да, то это тоже говорит о том, что
Если проблема связана не с семьей, а проблема связана как бы с его личностным ростом, то это тоже нормально и говорит о том, что это успешная адаптация. Бывает так, что пока ребенок не прошел полностью адаптацию, у него не бывает личностных кризисов, личностных проблем. У него бывают только проблемы, которые самые значимые. Это его безопасности в новой семье. Угу. Так, посмотрели на этот момент, да? Угу. Вот. Ресурсные установки для приемных родителей, для приемных семей по возрастам ребенка. Да? Они немножко отличаются от того, что как я раньше говорила, да? Но мне кажется, что вот, каждому возрасту ребенка есть свои особенности, которые нужно пройти, которые нужно учитывать родителям, да, понимать. Угу. Первое – это младенчество, да. Здесь, видите, это классификация Эрика Эриксона, поэтому тоже связано с ним. Почему я взята эта классификация? Потому что Эрик Эриксон считал, что на определенном этапе развития ребенок чему-то должен научиться обязательно, да, какому-то новому образованию у него, которое помогает ему как бы дальше жить. Вот. В младенчестве вот родителям нужно понимать, что все сложности, которые они встретились, когда они взяли ребенка очень маленького, да, то есть от рождения до 1,5 лет, то их сложности связаны не из-за того, что они плохие родители, да, не из-за того, что они там неправильно поступили или как-то, да, а потому что они вдруг сразу стали родителями. Не было подготовки к беременности и не было самого периода беременности 9 месяцев, когда у родителей формировалась установка, позиция родителя. А они ходили на школу ШПР, там убегали с работы, ходили, да, прибегали, вот. Они несколько раз там сходили, познакомились, они там с вами пару раз пообщались. То есть это не 24 часа в сутки, когда женщина носит ребенка и понимает, что вот-вот она станет мамой. Да? Это все было, но было урывками, это было по-другому, да, не как вот в биологических семьях, и поэтому у них вот эта позиция возникает. И сложности связаны, потому что вот им нужно время для того, чтобы понять, что они вот стали родителями, в конце концов, да, и нужно их успокаивать, как бы вот в этом плане нам, специалистам, да, говорить о том, что не надо сильно спешить, потому что, возможно, здесь просто связано с этим. Так, раннее детство и дошкольный возраст, да. Угу. Здесь родители должны понимать, что если они до 5 лет ребенку рассказали, что он усыновлен, это не означает, что он это понял. Вот еще раз повторяюсь, да. Если они не рассказали об этой истории, то ребенок тоже не понимает. Угу. Ребенок понимает, привыкает к словам: усыновленный ребенок, приемная мама, у меня есть была другая мама, да, но как бы вот такого осознания полного нету. Школьный возраст 6 до 11 лет, да, вот. Вот здесь, смотрите, возможно ухудшение поведения, да. Почему? Потому что ребенок созрел, его как бы мыслительная зрелость, процесс созрел для того, чтобы понимать, что он усыновлен, да. И понимаете, для того, чтобы понять, что он усыновлен, он понимает, что другие родители от него отказались. Почему-то вот от других не отказываются, а от него отказались. Угу. И для того, чтобы принять позицию того, что у меня есть другая мама, папа, он до этого должен понимать, как бы принять ситуацию, что от него кто-то отказался. Это этап, вот то, что вот проблема, которую мы увидим, это на самом-то деле этап горевания. Угу. И родителям здесь стоит как бы, когда вот происходят вот эти моменты, не игнорировать чувства ребенка, не умалчивать, да, бывает такое, что я видела, когда ребенок начинает говорить про своих, почему так произошло, отмалчивается, и папа просто выходил из дома, да, ну как бы из квартиры, там уходил в другую комнату, уходил, он просто вот так отказывался. Мама оставалась, и когда, естественно, папа уходит из комнаты, да, вроде бы нормально разговаривали, разговор у них даже не клеился, и они как бы замолкали вот эту ситуацию, да, но у ребенка все равно вопросы оставались, чувства оставались, и у них возникли потом проблемы, вот.
И маме было дискомфортно, а папа вообще не хотел этого признавать. Вот, и у нас были консультации, серия консультаций, когда мы вот эту стратегию как раз принятия того, что они приемные родители, вот, хотели. Вот. И вы знаете, здесь я хочу сказать одну культурную специфику, да. Вообще, как бы в нашей якутской традиционной культуре есть такое понятие, как чужих детей не бывает. Это продиктовано суровыми условиями нашего проживания северного края, да. И если дети — это вообще величайшая благодать для нас, да. И любой ребенок, он ни в чем не виноват. И чужого ребенка нету. В нашей традиционной культуре вообще не было понятия там детских домов или брошенных детей. Всех детей брали приемные семьи по родственникам, по соседям, да, и чужих детей не было. И это не только в нашей культуре, там многие азиатские культуры, в кавказские культуры, да, то есть это в России, во всем мире такого много есть. А есть культуры, в которых такого нету понятия. Есть понятие, допустим, неродной ребенок, слово там бастард, к примеру, да, как бы, вот. И есть такое, как бы, вот исторически сложившаяся культура, да, и здесь вот как раз наши белорусские коллеги говорят о том, что если в культуре нету понятия как бы вот чужих детей не бывает, то в этой семье в этой культуре родителям очень сложно идентифицировать и признавать себя чужим приемным родителям. А если же в культуре это и есть, то тогда это не проблемно. Много приемных родителей, я один из них, это было, есть и будет, так люди воспринимают, да. И поэтому здесь вот у нас как бы проще, да, вот когда мы говорим, что есть приемные дети, что их взяли, да, это было в культуре нашей якутской. Да, у нас дети, вот когда, помните, дети не умирали, когда, да, из-за тяжелых условий, их отдавали, думали, что за ними злые демоны гонятся, их отдавали в усыновление другим семьям, да, или бывало, что там у родных нету детей бесплодия, и у тех, у кого много детей, на усыновление отдавали своих детей, потому что семья без ребенка быть не может, вот как бы в нашем понимании, в нашей культуре, да, и здесь нам проще, и поэтому вот я заметила, что вот саха, которые придерживаются и знают традиционную культуру, которые как бы не слишком отошли от своих корней, для них это небольшая как бы беда, они готовы это признать, они говорят, что это жизнь, самое главное, мы же усыновили, это наш ребенок. Вот у них такая позиция. А бывают семьи, которые, как вы знаете, такое, с маргинальной с точки зрения традиции установками, да, воспитанием, вот им бывает сложнее. И очень часто я рассказываю, даже даю как в виде домашнего задания прочитать классиков якутской литературы, чтобы им показать наглядно, что это было и есть в культуре, и это нормальные условия для нас. Вот в наших северных условиях это вообще нормально. Вот. Так что вот смотрите, да, тоже есть культурная специфика. Вот. И в подростковом возрасте от 11 до 18 лет это вот этап адаптации. И здесь смотрите, родителям, детям, почему очень важно знать о биологических родителях. На этом этапе формируется я-концепция ребенка, то есть понимание о себе. То есть какие у меня волосы, какое у меня лицо, красив, некрасив, какой ракурс для меня выгоднее, да, какая одежда для меня выгоднее, какой я по характеру, какие у меня есть способности, какие у меня есть интересы, какие у меня есть желания, с кем мне удобно дружить, неудобно дружить, да, то есть есть много вот таких моментов, и для того, чтобы сформировалась полная картина о себе, ребенку нужна информация как бы о себе. А когда нет информации о биологических родителях, то это, вы знаете, как некое пятно. И помните, я говорила в одном из наших предыдущих вебинаров, что можно использовать такие коллажи, даже если мы не знаем информации о биологической семье этого ребенка, но мы знаем, что мы этого ребенка взяли там, ну я не знаю, там в городе Якутске, да, и мы там находим, делаем такой коллаж, что это город Якутск, чтобы он родился, вот, скорее всего, в этом медцентре, да, фотографии медцентра, уже информация. Что, наверное, когда мама у него, ну, ребенка смотрим, ребенок у нас темноволосый, да, ну, скорее всего, там, мама или папа, там, темноволосый кто-то из них, да,
рост какой, вес какой, да, смотрим там склонности ребенка. У каждого человека есть там способность к гуманитарным или там математическим, естественным наукам, да. Видимо, мама занималась вот этим, да, то есть идем от обратного назад для того, чтобы заполнить вот это пятно, чтобы у ребенка было чувство уверенности, что у него такое было. Быть без корней, быть без истории – это отсутствие очень большого ресурса, который поможет в ребенке в будущем справляться с проблемами, которыми он столкнется по жизни. Вот. И вот это мы вот немножко как бы заполняем для того, чтобы у него возник образ, хотя бы гипотетический образ того, что есть. Да? И с кем это безопасно говорить? Как правило, безопасно говорить или с родителями, да, вот там с мамой, как правило, бывает безопасно говорить. Бывает иногда отцы говорят: о, у тебя талантом мастерить, видимо, в твоем роду были мастера. Ну вот так вот, да. Бывает, там, мужчина так вот так хорошо, так одной фразой скажет, и у ребенка сразу появляется некий ресурс. Бывает, с психологом удобно об этом говорить, да. Но я обычно, когда возникает такая ситуация, я не люблю брать просто как бы просто психолог и ребенок, да. Это будет неправильно, потому что я же вообще не владею информацией про эту семью полностью, да. Я приглашаю родителей, и мы с семьей вместе рисуем, как бы обсуждаем такие моменты. Иногда бывает спорим, да, что может быть так и не так, да, и мы составляем некоторую такую картину. Вот, ну, сейчас одну минуточку. И мы завершаем наш сегодняшний вебинар рекомендациями. Угу. Вот, первое, да, это про, как бы первая встреча, это всегда установление контакта и знакомство с условиями проживания семьи. Очень важно условия проживания семьи для того, чтобы у вас возникла эта картина. Второй совет, рекомендации, да, это относится к психологам тоже. Угу. Вот. Но если, допустим, у соцпедагогов и специалистов опеки это будет некая анкета, и как бы вы заполняете анкету, да, то у психологов будут какие-то тесты. Вот. Второе, да, вот, ну, минимум срезов диагностики для приемной семьи, для того, чтобы увидеть вот эту динамику адаптации. Ну, познакомились, провели первый тест, да, вот в течение первого месяца мы его проводим, в третьем месяце мы проводим, в шестом месяце проводим и через год проводим. Понятно, да? Этих срезов может быть больше, если у вас как бы проблемная семья, скажем так, да. И смотрите, методику каждый раз мы немножко варьируем, чтобы не было эффекта научения, да, чтобы не портить валидность наших результатов. Вот. Третий, вот это работа клуба, да, создание, активная работа клуба усыновителей и приемных семей, вместе с психологом, чтобы был там какой-то психолог, вот на базе социально-педагогических центров или социально-психологических центров, да, вот чтобы был там психолог, который проводил бы тренинг. Вот следующее, да, это проведение семинаров, групповых работ, вот на следующие темы, да, как рассказать ребенку об усыновлении, как помочь с травмой, как поднять самооценку ребенка, да. Вот. А также заметки и простая информация в средствах массовой информации. Если у вас рубрика в вашей районной газете, было бы очень хорошо иметь рубрику, да, и раз в месяц там печататься. Можно печатать информацию, договариваться со школами и с медицинскими учреждениями. Всегда же мы стоим там в очереди или где-то стоим, видим, да. Вот, и они прочитали эту информацию. Вот. И организация групп поддержки для усыновленных подростков. Вот это могут быть волонтерская работа, это может быть и наставничество, да, для приемных семей. Вот. Вообще, как бы считается, для того, чтобы была вот вторичная интеграция, да, все это как бы вот мы завершили наш этап работы психологической, да, вроде бы интегрировалось. И мы даем, и как бы семью как бы рекомендуем, или семья вступает в клуб. И это является как бы дальнейшим сопровождением. Угу. Что ж, и последнее, наше домашнее задание. Вам нужно мне написать, почему включение приемного ребенка в детскую подсистему является признаком успешной адаптации. Пожалуйста, напишите свои мысли, почему же это очень важно, является признаком успешной адаптации ребенка в семье.
Ну что ж, на этом мы сегодня заканчиваю. Жду ваши домашние задания. Когда вы мне их отправите, я сделаю такую большую таблицу с каждым поименно, проверю все ваши домашние задания, включу в эту таблицу те, которые как бы уже отправили, да, и отправлю вам на обратную связь. Да, у нас будет только ноябрь месяц, чтобы мы все это дело доработали. Вот, и логически завершили наши вебинары. Спасибо большое всем участникам. Угу. Давайте я вернусь и посмотрю. Угу. Так, посмотрю, сколько у нас человек. Ага. Вот, у нас 13 зрителей. Угу, 13 зрителей. Ах, еще посмотрю, да, доброе утро, есть ли вопросы? Угу. Так, по поводу установки. Угу, с нетерпением будем ждать. Видимо, методическая рекомендация ждут. Ага, спасибо большое еще раз, да. Вот, и до свидания. Не главное сейчас не болейте, берегите себя и свои семьи. Увидимся 10 ноября.